Предлагаем вашему вниманию обзор экономических, спортивных событий, чрезвычайных происшествий и новостей экономики. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Начнем с актуального курса валют. По информации Центробанка России, 1 доллар сегодня стоит 77 рублей и 51 копейку, евро 92 рубля и 7 копеек. Покупает и продает американскую валюту сегодня по наилучшей цене Азиатско-Тихоокеанский банк. Покупает за 76 рублей 86 копеек, а продает за 77 рублей 61 копейку. Евро покупает по лучшей цене сегодня тот же Азиатско-Тихоокеанский банк за 91 рубль и 62 копейки, а продает Россельхозбанк за 92 рубля и 37 копеек. В 15 районах республики полным ходом идет всероссийская перепись населения. Судя по кадрам с Устьянского района, несмотря на нежаркую погоду, переписной персонал настроен весьма оптимистично и готов в любое время суток к выполнению своей ответственной миссии. Полностью завершен опрос населения в селах Кычала Халайховского района, селе Олом-Кюеле, Ефремово, Тюгюльтя Амгинского района и селе Чумпук-Кытыл Момского района. Услуги Якутскэнерго в личном кабинете стали доступны и для юридических лиц. Теперь зарегистрированные юрлица могут в режиме онлайн совершить все необходимые операции. Новый сервис поможет клиентам быстро связаться со специалистами для решения вопросов договорной работы и расчетов. Физическое лицо может подать заявку на технологическое присоединение, обратившись к сотруднику энергосбыта. Достаточно назвать номер мобильного телефона, указанный при регистрации. Также потребители могут самостоятельно пройти регистрацию на сайте ПАО «Якутскэнерго». Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения в этих странах ситуации с коронавирусной инфекцией. Подробнее в экономическом обзоре расскажет Иван Лазаренко. Иван, приветствую. А как быть тем туристам, которые уже купили путевки на этот период или уже находятся на отдыхе в этих странах? Сергей, здравствуй. Российские туристы, которые уже находятся на организованном отдыхе в Турции и Танзании, смогут вернуться на родину по окончании своего отдыха. Но если же речь идет о путевках с вылетом до 1 июня, то Ростуризм рекомендует рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты, либо выбрать в те же даты другие направления. Ну а для поддержки туристической отрасли властями разработан ряд мер для минимизации убытков. Вы смотрите новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Ростуризм разработал меры поддержки туроператоров для минимизации последствий от ограничений на полеты в Турцию и приостановки авиасообщений с Танзанией, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Дагузова. По ее словам, речь идет об отмене взносов в резервный фонд, а также сокращении и отсрочке по уплате взносов в персональные фонды туроператоров, которые функционируют на базе ассоциации «Турпомощь». Кроме того, Ростуризм изучает возможность субсидировать туроператорам вывозные рейсы из Турции и Танзании, добавил глава Ростуризма. Единая дальневосточная авиакомпания может получить более 50 миллиардов рублей из бюджета на субсидирование авиаперевозок по новым направлениям в 2021-2025 годах. Так, 2 миллиарда 600 миллионов рублей планируется выделить для авиаперевозок по новым маршрутам в этом году, 7,5 миллиардов рублей в следующем, 9,5 миллиардов рублей в 2023, почти 14 миллиардов в 2024 году и еще 16 миллиардов 800 миллионов в 2025. Уточняется, что в эти объемы не включены действующие субсидии из бюджетов регионов Дальневосточного федерального округа, размер которых составляет 4 миллиарда рублей каждый год. В России создадут единую платформу для центров занятости на базе портала «Работа в России», благодаря которой они смогут предлагать соискателям вакансии по всей стране, а максимальное число услуг будут оказывать в электронной форме. Как пояснили в Минтруде, уже сегодня на портале «Работа в России» соискатели могут зарегистрировать свое резюме, но бизнес-процессы внутри самих центров занятости пока выстроены на разрозненных IT-платформах. Нововведение позволит им обмениваться данными, планировать привлечение трудовых ресурсов,
анализировать ситуацию на рынке труда. В связи с этим работодателей со среднесписочной численностью работников свыше 25 человек обяжут размещать на единой цифровой платформе информацию о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, оборудованных для работы инвалидов. Гражданам, чтобы встать на учет в качестве безработного, не придется предоставлять в центры занятости ряд документов. Например, в большинстве случаев не потребуется сведения из трудовой книжки и справки о среднем заработке, поскольку эта информация хранится в электронных базах различных ведомств. По этой же причине некоторые услуги смогут предоставляться соискателям проактивно, то есть без непосредственного обращения за ними. Российские банки в прошлом году вернули своим клиентам 1 миллиард 100 миллионов рублей, потерянных в результате действий кибермошенников, следует из материалов Центробанка. Всего же, по данным регулятора, потери россиян от действий кибермошенников в прошлом году составили почти 10 миллиардов рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с годом ранее. Центробанк отмечает, что банки не возвращают деньги в случае нарушения клиентам условий договора, предусматривающих необходимость сохранения конфиденциальности платежной информации. Крупнейший интернет-магазин России Wildberries решил запустить продажи на рынке США. Для американской аудитории появился отдельный интернет-магазин и стали доступны мобильные приложения. Сайты и приложения работают на английском и русском языках. США оказались 14-й страной присутствия компании, которая теперь станет конкурировать с Amazon на американском рынке. Доставка товаров будет осуществляться с помощью логистических партнеров. Все товары покупателей Wildberries из США смогут получить с помощью курьерской доставки на дом или в офис. Продажи компании за пределами России по итогам прошлого года увеличились на 95% до 24 миллиардов рублей. Самыми востребованными у зарубежных покупателей стали одежда, косметика, книги и обувь. Прокуратура Мегино-Кангаласского района ведет надзор за ценообразованием на социально значимые продукты питания. Прежде всего берут в учет жалобы, поступающие от населения. Репортаж Артура Старостина. В соответствии с действующим законодательством цены на основные продукты питания не должны превышать установленных решением органа местного самоуправления в процентном соотношении закупочной цены. Зачастую население часто задается вопросом по ценообразованию в продуктовых магазинах. Цены тут разные все. В одном магазине одни, в другом другие. Нет конкретных цен на определенные товары. Цены устанавливаются именно в зависимости от закупочной цены в процентном соотношении, то есть за сколько предприниматели, продавцы покупают именно продукты питания за пределами. То есть если они купили за какую-то стоимость, оттуда уже идет как бы в процентном соотношении. Не должно быть выше скольких-то процентов. А теперь более подробно. Постановлением главы Мегино-Кангаласского района на основные продукты питания цены не должны превышать более 20-30%. Например, если сливочное масло привезли из-за пределов нашего района, то оно не должно превышать 20% от закупочной стоимости. Но это в доступных населенных пунктах, как, например, в магазинах Нижнего Вестяха. А если она продается в труднодоступных наслегах, то процент превышается до 30%. Также на другие социально значимые продукты, исходя от того, что откуда привезли. Продукты мы закупаемся, привозим из заводов, у нас есть контракты, являемся официальными дистрибьюторами макаронной фабрики, муки. Прокуратурой района по поступившим сигналам от населения в феврале этого года в ходе проведения проверки в торговом центре «Азия» были выявлены факты превышения установленной розничной торговли надбавки на ряд социально значимых продуктов. Мы это все сделали нормально, все поставили хорошо, все государственные проценты мы уже составляем все на свои. Также районной прокуратурой принимаются меры реагирования при выявлении нарушений ценообразования, и потому регулярно проводимые аналогичные проверки магазинов дают положительные результаты. Необходимо отметить, что важную роль в выявлении нарушений в части регулирования цен на основные продукты питания играют потребители. Если, по вашему мнению, вы столкнулись с необоснованным повышением цен в продуктовых магазинах, то вы можете обратиться с заявлением в прокуратуру или администрацию района. Артур Старостин, Мегино-Кангаласский район. К этому часу пока все новости. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей, ну а на этом я с тобой прощаюсь и передаю слово тебе. Иван, спасибо. Иван Лазаренко озвучил новости экономики, а мы идем далее.
6 городов Якутии вошли в федеральную программу формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда», в том числе и Ленском. Сейчас в нефтегазодобывающей столице нашей республики находится группа проектировщиков из Якутска. Они проводят анализ общественного мнения. Именно улица Аюнского в Ленске сегодня стала эпицентром событий. Столичные гости собрали неравнодушных ленчан для разработки проекта. Об этом мы расскажем немного позже. А пока переходим к другим темам и переходим к мировым новостям. Иран заявил о теракте на одном из заводов по обогащению урана. На предприятии произошел сбой в электросети. «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники в разведке написала, что аварию организовал Израиль. Все подробности у Артема Сторонова. На ключевом объекте ядерной программы Ирана, заводе по обогащению урана в Натанзе, в воскресенье произошел сбой в работе электросети. Власти страны не стали раскрывать подробности инцидента, заявив лишь, что утечки опасных веществ не было и никто не пострадал. Спустя несколько часов после новости об аварии вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи сообщил, что произошедшее на заводе – это террористический акт. Он добавил, что Тегеран оставляет за собой право дать ответ на подобные действия. Позже американское издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники в разведке написало, что аварию в Натанзе организовал израильский Моссад. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в воскресенье не стал напрямую упоминать произошедший в Иране инцидент. Борьба против нуклеаризации Ирана и его роста вооружений – это огромная задача, но существующее положение дел не означает, что завтра все так и останется неизменным. Авария в Натанзе произошла на фоне попыток Тегерана и Вашингтона вернуться к ядерной сделке 2015 года, из которой Дональд Трамп вывел США 3 года назад. За 2 дня до инцидента Иран объявил о вводе в строй новых усовершенствованных центрифуг по обогащению урана. Разграбление магазинов началось в Бруклин-центр, штат Миннесота, после того, как город захлестнули протесты. Их спровоцировало убийство полиции чернокожего 20-летнего мужчины. Согласно заявлению местных властей, Данте Райт был остановлен в воскресенье днем за нарушение правил дорожного движения. Однако мужчина отказался подчиняться требованиям полицейских, вернулся в автомобиль и продолжил движение. После этого полиция открыла огонь по транспортному средству. Через несколько кварталов Райт врезался в другой автомобиль, а позже скончался на месте от полученных травм. К слову, инцидент произошел в 16 километрах от того места, где в мае был убит другой афроамериканец Джордж Флойд. Без электричества остались и десятки тысяч человек на западе Австралии. Несколько домов разрушены из-за удара тропического циклона, пришедшего из Индонезии. Подробности далее. Тропический циклон Сироя 3-й категории вечером в воскресенье обрушился на западное побережье Австралии. Он принес с собой проливной дождь и сильный ветер, который валил деревья и столбы линий электропередач. По данным властей, стихия уничтожила десятки домов, не предназначенных для того, чтобы противостоять таким штормам. Столь мощные циклоны крайне редко заходят так далеко на юг. В городе Кальбарри, расположенном примерно в 500 километрах к северу от Перта, повреждения получили около 70% построек. Свыше 30 тысяч человек остались без электричества. По словам специалистов, на восстановление подачи электроэнергии уйдет по меньшей мере несколько дней. При этом о погибших или пострадавших сообщений не поступало. Циклон также почти полностью разрушил исторический 122-летний пирс длиной в милю в городе Карнавон. В понедельник шторм значительно ослаб, однако, по словам синоптиков, он все еще может принести на побережье потенциально опасные дожди и ветра. Правительство Японии решило сбросить в океан воду с аварийной атомной электростанции Фукусима-1, сообщает агентство Киода. Планируется, что вода, которая использовалась для охлаждения реакторов и в настоящее время хранится в резервуарах на территории станции, перед сбросом пройдет тщательную очистку от радиоактивных элементов. Ее сбросят в океан только в том случае, если уровень их содержания будет значительно ниже как национальных, так и международных стандартов. Ориентировочная операция намечена на 20
2023 год. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах, все имеющиеся емкости будут переполнены к концу следующего года. Напомним, сильнейшая после Чернобыля авария на АЭС Фукусима-1 произошла в результате сильного землетрясения и цунами 11 марта 2011 года. В Лондоне объявили лауреатов премии Британской киноакадемии. Из-за коронавируса церемония прошла в режиме онлайн. Американская драма «Земля кочевников», рассказывающая о сообществе бездомных людей, стала главным триумфатором, получив сразу 4 приза. Подробности у Анастасии Дмитриевой. And the BAFTA is awarded to Nomadland. Фильм «Земля кочевников» взял 4 награды на воскресной церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Картина о вдове, которая скитается по Соединенным Штатам в своем фургоне в поисках сезонной работы, изначально претендовала на победу в 7 номинациях. Постановщик фильма, уроженка Китая Хлоя Джао, стала второй в истории премии женщиной, удостоенной награды за лучшую режиссуру, а также первой небелой женщиной, получившей этот приз. Мы хотели бы посвятить эту награду кочевой общине, которая так великодушно приняла нас в свою жизнь. Исполнительница главной роли Фрэнсис Макдорманд названа лучшей актрисой. Актером года британские академики, в отличие от своих американских коллег, назвали не покойного Чедвига Боузмана, а соотечественника 83-летнего Энтони Хопкинса. Он сыграл пожилого человека, страдающего болезнью Альцгеймера, в фильме французского режиссера Флориана Зеллера «Отец». Это было довольно легко, потому что мне не нужно было притворяться старым. Я и так стар. Актерские награды за роли второго плана получили Дэниел Калуя за игру в фильме «Иуда и черный мессия», а также кореянка Ю Йо Джон, сыгравшая в «Минаре». Учитывая, что у этих артистов уже есть призы гильдии киноактеров США, они становятся основными претендентами на «Оскар». Церемония пройдет 25 апреля. Из-за коронавируса BAFTA проходила с соблюдением всех предосторожностей. Ведущие выходили на сцену пустого королевского Альберт-холла. Рене Зельвегер и Анна Кендрик присоединились из Лос-Анджелесской студии, чтобы вручить несколько наград. В основном номинанты выходили на связь через Zoom. На церемонии участники почтили память ушедшего из жизни в пятницу принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II. Герцог Эдинбургский был первым президентом BAFTA более 60 лет назад. С 2010 года эту должность занимает его внук принц Уильям. Возвращаемся в Якутию. Следователи завершили расследование уголовного дела о покушении на дачу взятки инспектору ДПС в отношении механика одной из топливных компаний в Мегино-Кангаласском районе. Установлено, что в марте механик сопровождал из поселка Нижний Бестях в поселок Звездочка Усть-Майского района грузовик с прицепом, который не имел специального разрешения для передвижения по автодороге. Тему продолжит мой коллега Юрий Осипов. Юра, приветствую. Ждем от тебя подробностей. Здравствуй, Сергей. В селе Мая Мегино-Кангаласского района они были остановлены. Механик во избежание составления протокола и доставления транспортного средства на штрафстоянку предложил инспектору ДПС отпустить их и попытался дать взятку в сумме 20 тысяч рублей. Однако сотрудник полиции отказался и сообщил о произошедшем руководству. Сейчас расследование завершено и материалы дела направлены в суд. Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Полицейские задержали подозреваемого в серии мошенничеств в Якутии. Он обманывал людей под предлогом покупки цифровой техники. В конце февраля в полицию Якутска обратился местный житель с просьбой привлечь к ответственности неизвестного молодого человека, который украл у него игровую приставку, шлем виртуальной реальности, а также игровые диски. Ущерб составил порядка 60 тысяч рублей. Потерпевший решил продать свои игровые гаджеты через интернет-сервис. Ему позвонил неизвестный, который выразил готовность купить игровые устройства. Вскоре к нему домой явился лжепокупатель и сообщил, что сейчас у него нет денег, и попросил отдать ему приставку со всеми аксессуарами с условием отсрочки платежа. Однако в установленный срок никаких денег от него не поступило. Злоумышленник начал искать различные отговорки, а вскоре и вовсе заблокировал номер владельца приставки. В это же время в полицию поступило еще несколько аналогичных заявлений о хищениях игровых приставок, смартфонов и других цифровых устройств, владельцы которых размещали объявления о продаже. Подозреваемым оказался 23-летний, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж безработный местный житель. Выяснилось, что на его счету как минимум 6 подобных эпизодов. Украденное он сдавал в цифровые ломбарды города Якутска.
Жительница Алданского района стала жертвой мошенников, покупая билеты на самолет. Полицейским она рассказала, что они с семьей запланировали отпуск в Краснодарском крае. Узнав в авиакассе, что стоимость билетов по маршруту Якутск-Краснодар-Якутск на 4 людей составит 260 тысяч рублей, она решила подыскать бюджетный вариант. В Инстаграм женщина нашла объявление о продаже авиабилетов по интересующему маршруту с 20% скидкой. Перейдя по ссылке в объявление, она попала на незнакомый сайт, где в специальном окне ввела свои данные и контактный номер. Вскоре ей на телефон поступило сообщение от мужчины, который представился менеджером авиакомпании и сообщил, что стоимость авиабилетов по выбранному маршруту составит 170,5 тысяч рублей. Лжепредставитель авиакомпании запросил копии документов и прислал договор с банковскими реквизитами для перевода денег. Женщина отправила нужные документы и оплатила билеты, которые представитель пообещал прислать к вечеру. Вскоре он перестал выходить на связь. Когда заявительница стала писать ему с другого абонентского номера, лжепредставитель ответил ей, что находится на зоне. Помощник лесничего обвиняется в получении взятки в Ленском районе Якутии. По данным Следственного комитета, в начале 2019 года обвиняемый на участке местности, расположенном на правом берегу реки Лены на расстоянии более 9 километров от поселка Пелиду Ленского района, выявил факт нарушения лесного законодательства обществом с ограниченной ответственностью. Лесной проезд использовался работниками предприятия без соответствующих разрешительных документов, что влекло установленную законодательством ответственность. Он прибыл к представителю предприятия и сообщил об этом. В свою очередь, представитель организации поручил своему подчиненному урегулировать возникший вопрос. Обвиняемый сообщил, что для решения проблемы ему необходимо получить лодочный мотор и 2 гребных винта. В дальнейшем представитель организации в торгово-выставочном центре, расположенном в городе Якутске, организовал приобретение по платежному поручению лодочного мотора марки Yamaha стоимостью 551 тысяча рублей и 2 гребных винтов на общую сумму около 21 тысячи рублей. Получив товаро-материальные ценности по доверенности, мужчина оставил их до востребования в торгово-выставочном центре. Он сообщил об этом помощнику лесничего, который позже забрал комплектующие. Факт преступления был выявлен сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Ленскому району. Расследование уголовного дела завершено. Несмотря на непризнание обвиняемым своей вины в совершенном преступлении, следствием собрана доказательственная база, которая легла в основу обвинительного заключения. Житель Якутска обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. По версии следствия, пьяный обвиняемый не менее 69 раз ударил ножом своего знакомого. В результате потерпевший скончался на месте происшествия. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный суд республики. В Санкт-Петербурге в понедельник полыхала Дневская мануфактура. При тушении погиб пожарный, еще 2 оказались в больнице с серьезными ожогами. Пламя тушат 300 человек, почти 70 единиц техники и вертолет. В здании рухнула кровля. Мануфактура была основана в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. До пожара в здании размещалось текстильное производство. Подробности в следующем материале рассказывает Анастасия Дмитриева. Пожар произошел в понедельник на территории Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге. Здание является объектом культурного наследия. Площадь возгорания в доме номер 50 на Октябрьской набережной увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, заявили в МЧС России. В ходе тушения погиб 1 пожарный. Еще 2 с ожогами доставлены в больницу. Из здания эвакуировали 40 человек. Сообщение о возгорании поступило в 12:35 по московскому времени. На место происшествия прибыли более 300 пожарных и 69 единиц техники. Тушение осложнено из-за сильного ветра. К операции привлекли вертолет К-32. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку. До пожара в здании находилась фабрика шерстяных изделий. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире. Сергей, к этому часу у меня вся информация. Передаю слово тебе. Юра, спасибо. А мы продолжаем наш выпуск. 6 городов Якутии вошли в федеральную программу формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда», в том числе и Ленск. Там столичные гости собрали неравнодушных ленчан для разработки проекта. Вместе с ними сейчас находится и наш корреспондент Анна Кожевникова. Она на прямой связи со студией. Анна, приветствую. Ждем подробностей и обсуждения. Добрый день, Сергей. Мы сейчас находимся на одной из самых главных улиц Ленска. Это улица Аюнского. Не случайно, что именно ее горожане выбрали для реализации
проекта благоустройства в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. На этой улице находится несколько важных соцобъектов. Это детские учреждения, такие как Дворец культуры и юность, который входит в Центр дополнительного образования СРГ, школа номер 2 и детская библиотека. Сама по себе улица небольшой протяженностью. Набережную и Дворец культуры соединяет два сквера, которые более-менее облагорожены. На одном из них установлен буквально пару лет назад арт-объект в виде герба города. Также благоустроена территория возле Дворца культуры, а вот от ДК «Юность» до школы номер 2 территория нуждается в реконструкции, по мнению большинства жителей. Буквально вчера в Ленск прибыли проектировщики из города Якутска, которые будут заниматься как раз-таки проектом улицы Аюнского. Они уже встретились с работниками культуры. К сожалению, связь с Ленском прервалась. Информацию о благоустройстве города мы озвучим в наших следующих выпусках. А пока идем дальше. Несмотря на существенное улучшение эпидситуации в республике, наши врачи продолжают ежедневно бороться за жизнь пациентов в красной зоне. О буднях врачей и реаниматологов подробнее расскажет Сарглана Неустроева. Работа врача-реаниматолога всегда связана с тяжелыми и экстренными случаями. А во время пандемии нагрузка на реаниматологов повысилась втрое. Это всегда тяжело и морально, и физически. Врачам же тяжело в плане в том, что получается с пациентом общаемся, потом обсуждаем друг с другом, да, и нестыковки получается иногда с пациентом, потому что он не понимает иногда тяжесть своего состояния, критика снижается к своему состоянию. В этом плане тяжело, и приходится постоянно работать, психологически, морально поддерживать своего пациента. Действительно, часто сотрудникам отделения реанимации приходится сталкиваться с летальными исходами. Елена вспоминает недавний случай и еле сдерживает слезы. Каждому тяжелому пациенту врач становится другом, поддержкой и опорой. Оттого еще тяжелее быть бессильным перед лицом болезни. Это все-таки даже наши пациенты. Потому что к пациентам мы так сильно привязываемся, переживаем за них. Недавно вот у меня лежала пациентка, мы с ней работали, получается, 1,5 месяца. К сожалению, исход был неблагоприятный, и морально я ее поддерживала очень сильно. Она не падала духом до последнего момента. И мне было очень плохо потерять ее, и тяжело, и очень, то есть мы переживаем за каждого нашего пациента. Не каждый может вынести такую ношу, однако коллектив реаниматологов в составе 25 врачей и ординаторов проходит этот путь вместе. Начало профессионального пути Игоря Губарева совпало с началом пандемии. Врач признается, было тяжело, но вместе с этим пришел и колоссальный опыт. Ну, конечно, к этому нас во время обучения никто не готовил. Ну, мы во время работы уже как поступили, здесь работали, конечно, учили, читали новые выходы нового лечения с ковидом, борьбой. Все по мере уже во время работы узнавалось. В среднем в отделении реанимации лечения проходят около 20 человек. Многих доставляют санрейсами из отдаленных районов. В дни пандемии это число достигало 45 больных. Однако ежеминутно люди в белых халатах продолжают бороться за жизни пациентов. Сарглана Неустроева, Семен Афанасьев, Якутск. В алмазной столице умеют не только добывать драгоценные камни, но и создавать с их помощью настоящие ювелирные шедевры. На прямой связи со студией находится наш корреспондент в Мирном Марферина Алексеева. Она в мастерской ювелира Ефима Афанасьева. Марферина, добрый день. Расскажи подробнее об изделиях мастера. Сергей, приветствую. Сегодня мы находимся в мастерской ювелира Ефима Афанасьева. Казалось бы, Мирный, столица Алмазного края, должно было быть много ювелиров, но, как мы узнали и убедились в этом, во всем городе всего 2-3 ювелира максимум. И сегодня мы познакомимся с одним из ювелиров. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к ювелирному делу, как давно вы этим работаете?
Я уже занимаюсь больше 10 лет. Мирный переехал где-то в районе, 8 лет уже в Мирном работаю ювелиркой. И учился в Якутское художественное училище, закончил. И потом в Якутске поработал чуть-чуть, опыта набирался. И подрабатывал еще после 2-го курса. И и потихоньку уже начал работать. Ну вот вы приехали в Мирный, да, вот как вы начали? Вот тут появился какой-то спрос, или вы целенаправленно приехали сюда, чтобы открыть ювелирное дело, развить? Жена приехала, я с ней, потом работал мебельным, ювелирки не было, и потом уже открыл свою ювелирную мастерскую, маленькую мастерскую. В торговом центре открыл точку, там продаю потихоньку и занимаюсь быстрым ремонтом, заказами и немного продаю свои изделия. Скажите, пожалуйста, как вот вы думаете, почему в Мирном так мало ювелиров? Потому что все изделия должны быть апробированы, а пробирные инспекции находятся только в Якутске. И я, когда делаю, изготавливаю на заказ, например, и отправляю в Якутск. А с Якутска обратно, и из-за этого по времени чуть-чуть побольше занимает. Например, если вот люди захотят у вас заказать, да, им за сколько время будет уже полностью готов и с пробиркой, и вот с печатью? Примерно от 3 недель до месяца, иногда чуть больше, плюс-минус. Иногда срочные заказы тоже делаем. Отправляю быстро и спецсвязью. Все. И я не могу спросить, да, вы работали ли вы с мирнинскими бриллиантами, вот с Мирнинского района? Да, мирнинскими работал, почти все, наверное, мирнинские бриллианты. А все бриллианты, когда делаются, они отправляются в Якутск и потом гранят гранильные инспекции, гранильные фабрики. И потом уже оттуда уже сертифицированные бриллианты приезжают, и потом люди выбирают, я вставляю, и вот так сразу. А на что больше всего спрос у жителей? И с каким металлом еще вот вы работаете? В основном работаю с золотом и серебро, и все в основном золото. В основном золото, да? В основном золото. И камни разные бывают, натуральные, поделочные, полудрагоценные, почти все. Давайте подойдем к вашим изделиям, и вы немножко расскажете о своем стиле. В каком стиле вы больше всего работаете? Люблю делать якутские изделия. Сам, например, рисую вот так, обрабатываешь, все заново придумываешь эскиз. Самому нравится вот такие изделия делать. И именно еще люблю изделия со стерхами, потому что это национальные изделия, они на эти изделия есть спрос всегда. Вот особенно в Мирном, да, так как здесь очень много приезжих, видимо. То есть больше спрос на бриллианты и на национальные вот колористики такой, да? Да. Спасибо вам большое за такую экскурсию, за рассказ. Очень хорошо рассказали. А мы на этом все, и продолжим дальше в прямых эфирах рассказывать о самых интересных и талантливых людях города Мирного. Сергей? Марфирина, спасибо. Это была Марфирина Алексеева с информацией о работе ювелиров в алмазной столице. А мы идем далее. Весна для садоводов-огородников – время подготовки рассады. У каждого свои секреты и тонкости. А вот нюрнбергские школьники решили использовать для получения хорошего урожая знания, полученные на уроках физики. Александр Хавренко подробнее. Выращивание микрозелени в последнее время стало модным трендом. У многих на подоконниках стоят лотки с семенами микрозелени. А нюрнбергские школьники решили подойти к этому процессу с научной точки зрения. В нашем проекте мы будем использовать не только знания биологии, мы будем использовать еще и знания физики. Как многие физические явления, как, допустим, озон после грозы, мы сможем использовать озонатор, который нам будет давать возможность создавать этот самый озон. Это окислитель меди, который будет помогать нам предотвращать возникновение плесени в микрозелени.
Здесь вы можете увидеть инкубаторы, которые будут помогать нам спонсировать микрозелень необходимыми элементами. Здесь вы можете увидеть прибор, который поможет нам растворить ионы серебра в воде. Это туманогенератор, который будет создавать, собственно, искусственный туман. И это прибор, с помощью которого мы сможем создать живую и мертвую воду. Путем воздействия на растения различными приборами мы должны указать, какие воздействия дают положительный результат. Я думаю, мы сможем за отведенный срок исследования создать предпосылки ситуации успеха. Ребята уже провели ряд исследований и выяснили, какие явления способствуют лучшему росту той или иной культуры. На данный момент мы уже провели ряд исследований, в которых мы выяснили, что некоторые семена будут лучше в различных условиях расти. Допустим, горох у нас будет лучше расти с озонатором, а брюссельская капуста будет расти лучше с туманообразователем. По итогам своей работы школьники планируют создать руководство, которое поможет эффективнее выращивать микрозелень в домашних условиях. Семена мы подготовили, нам осталось замочить. И как только наступит третья фаза Луны, мы с ребятами начинаем выращивать в лотках. А средний рост любого растения не занимает более 1,5–2 недель. Урожай можно снимать круглогодично. Но особенно ценные эти вещи в зимне-весенний период. Но и это не самое главное. Самое главное, что ребята принимают в этом активное участие. Первые всходы ожидаются уже в конце апреля, а первый урожай отправится на школьную кухню, а оттуда на столы учеников. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Нерингри. А между тем в Ленске первый урожай огурцов уже собрали. И семья Галяпидых выращивает зелень и овощи прямо у себя на подоконнике. На вкус они гораздо лучше, чем в магазине, уверяют огородники-любители. Бабушка Тамара и ее внучка Надежда уже много лет зимой выращивают дома на подоконнике свои собственные огурцы. И ежегодно у них все получается. Они собирают первый урожай раньше, чем остальные начинают посадку. Сегодня Тамару Никитичну можно назвать уже опытной в этом деле. Это можно сказать, глядя на выросшие овощи. На 6 стеблях уже висят дозревшие огурчики. Они ждут своего часа. Сегодня у нас радостный день. Мы снимаем первый огурец. Огурцы я посадила 21 февраля. Сажу я их каждый год в это время. И огурцы вот вырастают такие. По словам Тамары Никитичны, сегодня любой может создать собственный мини-огород у себя дома. Для этого нужно совсем немного. Подходящие семена, знание правил посадки и ухода и, конечно, желание. Идея создать зимний мини-огород дома женщине пришла сама по себе. Она не захотела, чтобы полезные и свежие овощи заканчивались вместе с летом. Да и внуков хотелось приобщить к этому процессу. К выращиванию огурцов я приобщаю внучку. Она наблюдает, как появляется росточек, как огурец растет, она помогает поливать этот огурец. Большого урожая, конечно, не будет, мы его не соберем, большой урожай, но вкус свежего огурца, конечно, очень приятно и детям, и нам тоже. Внучка помогала бабушке в уходе за огурцами, с удовольствием поливала и ждала, когда появится первый плод, а потом за его ростом. Я очень люблю огурцы, особенно свежие, и всегда бабушке помогаю поливать огурцы, и жду не дождусь, когда они созреют. Сегодня Надя счастлива, ведь первый в этом году огурчик можно снять и попробовать. Оп! Ура! Ай, какой огурец хороший. До лета свежие овощи на столе семьи будут точно. Но те, что дозревают на веточках сегодня, бабушка с внучкой планирует продержать до Пасхи. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. А прямо сейчас в Ленске идет обсуждение проектов благоустройства. На прямой связи с нами находится наш корреспондент Анна Кожевникова. Анна, ждем подробностей обсуждения. Сейчас мы узнаем подробности о проекте и какие мнения все-таки высказывают ленчане. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как мы знаем, город Ленск – один из 6 городов, которые подаются в этом году на всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения». Город уже участвовал с проектом парка. В этот раз мы приехали с командой архитекторов, чтобы подробнее познакомиться с территорией, с ленчанами и погрузиться в контекст местности.
Хочу напомнить также то, что с 26 апреля состоится рейтинговое голосование, где ленчане смогут поддержать проект по выбору общественной территории. Мы уже погуляли, посмотрели архитектуру, восхитились прекрасными видами. И я думаю, архитектор более подробно расскажет. Ну как, у нас сейчас, получается, на данный момент происходит знакомство с территорией, с жителями города. Да, но сегодня у нас прошла встреча с предпринимателями, с деятелями культуры, со школьниками. Вот, и все очень активно участвуют в опросах. Вот, и мы сегодня продолжаем это знакомство и призываем всех неравнодушных подойти в ЦДМТ на воркшоп, на встречу, да, в 4 часа, на встречу с нами для дальнейшего обсуждения проекта. Ну, и я думаю, что в 16 часов в Центре досуга и народного творчества все желающие ленчане смогут высказать свои пожелания, предпочтения, какой они хотят видеть улицу Аюнского, и будет уже более точно сформированы какие-то зарисовки, да, проект. Будет видно, какой все-таки у нас будет улица Аюнского в дальнейшем. Сергей? Аня, спасибо. Это была Анна Кожевникова с информацией о благоустройстве улицы Аюнского в Ленске. Далее о спорте. Жаркий снежный карнавал прошел на склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» в честь закрытия горнолыжного сезона в Южно-Сахалинске. Всем гостям предложили принять участие в розыгрыше сезонных ски-пассов на предстоящий сезон. Кульминацией программы стал ежегодный конкурс костюмов и карнавальный спуск на лыжах и сноубордах. Участие в спуске приняли даже самые маленькие любители зимних видов спорта. А житель северной столицы Максим Егоров завершил свой ультрамарафон из Санкт-Петербурга в сердце Дальнего Востока, преодолев около 10 тысяч километров. О том, как к нему пришла идея о масштабном забеге и что пришлось преодолеть в пути, расскажем далее. Максим Егоров начал заниматься легкой атлетикой еще в школе, в 5 классе. Вскоре увлечение переросло в профессиональное занятие спортом на всю жизнь. Занимался спортом, легкой атлетикой профессионально до 19 лет. Потом был небольшой перерыв, 5 лет, относительно большой, может быть, даже. С 16 года начал бегать полумарафоны, 21 километр, и с 17 года марафоны, 42 километра. До своего этого забега у меня максимальная дистанция была 42 километра. Больше не бегал. И тут как бы так сразу побежал. Участие в первых полноценных марафонах дали спортсмену по-настоящему второе дыхание. Сразу после успеха у Максима появилось безумное желание пробежать дистанцию в 10 тысяч километров. Поначалу было сложно, нагрузка выросла там в 3 раза у меня, объема километраж. И плюс рюкзак, то, что у меня прибавился. Опухли колени поначалу, там, в принципе, вообще все болело. И стопы, и там, колени, там, забедренный сустав, спина, шея. Ну и мышцы, конечно. Вот. Поначалу было сложно. Это где-то, наверное, до Москвы. С Питера до Москвы самый сложный участок сначала был. А потом организм, короче, к этому тоже начал привыкать. И последний раз, когда у меня что-то болело, это было на границе Тюменской и Омской области. Спортсмен также отметил, что изначально планировал добраться до Владивостока за полгода, оттуда перебраться в Токио и поддержать там российских легкоатлетов на Олимпиаде. Однако забег через всю Россию растянулся более чем на год. Растянулся этот забег. Изначально я планировал за полгода. Хотел вот легкоатлетов наших поддержать на Олимпиаде. Думаю, добегу, потом перелетаю в Токио, там ура-ура за наших и домой. А в итоге растянулось в 2 раза, почти в 2,5. Во время ультрамарафона спортсмена поддерживали друзья и семья, а также обычные люди, с которыми он сталкивался на своем пути. Очень здорово, что есть такие люди, которые мотивируют других спортсменов, которые своим примером доказывают, что человеческий организм настолько уникален и человеческие возможности безграничны. И хорошо, что люди просто своими поступками вдохновляют других людей делать что-то обычное в нашей жизни. Вроде бы человек пробежал, но просто он пробежал действительно такое большое расстояние, ну и это очень здорово.
Останавливаться на достигнутом Егоров не намерен. В ближайшем будущем он планирует преодолеть тот же самый маршрут, но уже на автомобиле. Далее предлагаем свежий обзор спортивных новостей. Его подготовил мой коллега Власий Сергеев. Ему слово. Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Мужская сборная России по керлингу со счетом 3-5 проиграла команде Шотландии в полуфинале чемпионата мира. Турнир проходит в канадском Калгари. В составе российской команды выступает Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалп и Данил Горячев. В другом полуфинале шведы разгромили швейцарцев со счетом 11-3. Таким образом, россияне оспорят бронзовые медали с керлингистами из Швейцарии. Отметим, что команды уже встречались в рамках предварительного этапа. Тогда российская команда проиграла со счетом 2-8. Московский «Локомотив» одержал победу над столичным «Спартаком» в центральном матче 25-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Встреча прошла на РЖД-арене и завершилась со счетом 2-0. Авторами забитых мячей стали Франсуа Камано и Федор Смолов. Железнодорожники продлили победную серию в чемпионате до 6 игр и занимают третье место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Спартаковцы идут вторыми, имея в активе 47 пунктов. Лидирует петербургский «Зенит», у которого 54 балла. В следующем туре «Локомотив» дома примет Ростов, а «Спартак» на своей арене встретится с Уфой. Омский «Авангард» на выезде обыграл казанский «Акбарс» в пятом матче серии полуфинала плей-офф континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась в овертайме со счетом 3-2. В составе победителей взятия ворот провели Семен Чистяков, Илья Ковальчук и Рит Буше. У хозяев льда дублем отметился Дмитрий Воронков. Омские хоккеисты вышли вперед в серии до 4 побед со счетом 3-2. В регулярной части соревнований команды обыграли друг друга по 2 раза. Пятая игра серии пройдет этой ночью на арене «Авангарда». Заброшенная шайба Якова Тренина помогла Нэшвиллу на своем льду выиграть у Далласа в серии буллитов со счетом 3-2 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей помимо россиянина взятие ворот провел Райан Эллис. У гостей отличились Руб Хинц и Джейми Олексяк. Победный буллит на свой счет записал Райан Джоханссон. Теперь в активе Тренина 4 шайбы и столько же ассистов в текущем сезоне. Его Нэшвилл располагается на 4-й позиции в таблице центрального дивизиона, набрав 47 очков. Даллас 41 баллом занимает 6-е место. В следующем матче Нэшвилл сыграет с Тампой, а Даллас сойдется с Флоридой. Перейдем к событиям якутского спорта. Степанида Артахинова в составе сборной России завоевала бронзовую медаль Гран-при Европы по стрельбе из лука. Соревнования прошли в Турции. Якутянка победила в 3 стартовых спаррингах и вышла в полуфинал турнира, где уступила своей соотечественнице Арине Черкезовой. В борьбе за бронзовую награду она выиграла у россиянки Виктории Бальжановой со счетом 139-136. Напомним, Артахинова является заслуженным мастером спорта, победительницей чемпионатов России, Европы и мира, а также бронзовой призеркой Олимпийских игр в Лондоне. Якутский вратарь мини-футбольного клуба ЛКС Никита Евтушенко признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Высшей лиги России против Ростова по версии болельщиков. Голосование прошло в социальных сетях. Страж ворот набрал 33% голосов. Данная встреча завершилась со счетом 4-4 во многом благодаря надежной игре Евтушенко. Однако по сумме 2 игр в четвертьфинал турнира все же прошел Ростов, одержавший победу в первом матче. Отметим, что якутянин в текущем сезоне не только отводил угрозу от своих ворот, но и отличался забитыми мячами. В 18 матчах на его счету 2 результативных удара. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! К другим темам. Сегодня отмечается день рождения настольной игры Scrabble, самой популярной игры в слова, созданной еще в 1938 году. Сегодня статистика утверждает, популярность настольных игр падает. Это связано в первую очередь с появлением гаджетов и компьютерных игр. Поэтому особенно важно развивать и популяризировать национальные настольные игры, прежде всего среди детей. С нами на прямой связи сейчас находится наш корреспондент Алексей Лукьяненко, и мы узнаем у него, насколько популярны настольные игры среди школьников в Якутске на сегодняшний день. Здравствуй, Сергей. Мы находимся в спортивном комплексе «Модун». Вот мы сейчас хотим вам рассказать о некоторых настольных играх. Дело в том, что игры на самом деле совершенно
древние. Первые игры начались еще, были придуманы еще 5500 лет назад. В древности люди играли позвонками костей убитых животных. И вот со временем, как вы можете видеть, игры достаточно особо, скажем так, не преобразились. Все так же у нас популярно использовать кости, также деревянные различные предметы для игры в разные игры. Вот, как вы можете видеть, у нас здесь находится турецкая игра, она называется «Мангала». Суть ее заключается в том, что данные таблетки, их расположено в каждой ячейке по 4 штучки, их нужно раскидать по другим ячейкам. Если в определенной ячейке соберется четное количество таблеточек, тогда вы можете их забрать себе, то есть и таким образом вы можете обыграть своего соперника. Кто больше соберет данных таблеток, тот и выиграл. Также у нас есть здесь игра казахская. Вот, смысл ее заключается в том же, только здесь у нас не 4 таблетки, а по 9 шариков в каждой ячейке. Также в нее играть можно вдвоем. Также вот есть игра у нас африканская. Смысл ее точно такой же, только отличается тем, что здесь у нас уже не шарики, а камешки. И в каждой ячейке по 4 камня. Также вот казахская игра, смысл точно такой же, только здесь у нас 5 шариков. И когда я спросил здесь тренера о том, что в чем смысл игр, в чем суть, если они все одинаковые, как-то мне поначалу показалось неинтересно. Но на самом деле, оказывается, мне объяснили что сложность, оказывается, в том-то и заключается, что ячеек, как вы можете видеть, вот, допустим, казахской больше, чем в турецкой. То есть от этого увеличивается сложность и от количества шариков. Также здесь есть вот здесь такой туз, этот шарик называется туз. Вот, вот это вот, где расположен данный шарик, он называется туздык. То есть, где вы расположили свой туздык, то есть автоматически, сколько шариков сюда попадает, вы можете автоматически забирать их себе в домик. Таким образом обыграть соперника. Но в целом из всех данных игр, вот также у нас есть кыргызская игра. Она точно такая же, вот, но мы посмотрим дальше. Вот здесь, значит, у нас есть Алтай-шатра. Вот такая интересная у нас алтайская игра. В целом она похожа, как будто бы с виду выглядит, как будто бы обычные шашки. Но на самом деле это не так, потому что у них есть здесь, как вы можете видеть, резерв. И у них один король. То есть он уже есть, если в шашках нам нужно добиться того, чтобы стать королем. А здесь он у нас уже есть. Если мы в шахматах ходим, скажем, по черным, вот, то в данной игре, вот Алтай-шатра, мы можем ходить в любом направлении, как нам угодно. И также, когда все наши пешки пошли в ход, у нас в ход идет также в дальнейшем резерв. Резерв, самое интересное, он практически до середины поля может ходить в любом направлении, то есть фактически как король. Вот, достаточно таки интересная, увлекательная игра. И вот как раз-таки мы сейчас хотим вас познакомить с тренером по национальным настольным играм. Это с Надеждой Николаевной. Здравствуйте, Надежда Николаевна. Ну, расскажите нам, мы посмотрели уже других народов игры, достаточно интересные. Теперь давайте расскажите нам, пожалуйста, про наши национальные игры. Какие у нас пользуются популярностью? В настоящее время популярными играми являются кабылык и хамыска. Так, и хамыска у нас тоже вариантов игр очень много. Игра не только 5 хамыска, есть игра и 7, и 9. Но сейчас в основном играют 5 хамыска и 7 хамыска. И варианты игры по играм 5 хамыска тоже разные. Есть умсах игра, есть сулус игра, есть еще хюрегай игра. Так. Можем наглядно посмотреть, как играются данные игры. Ага, кабылык 30 штук, дается спортсмену 2 минуты, и он должен вот кисть руки держать на 10 сантиметров выше от уровня стола, подбрасываем, ловим тыльной стороной все кабылык и подбрасывая должны поймать только одну. То есть суть заключается в том, что нужно все палочки, скажем, собрать сюда в сторону, правильно? Да, поймать
По одной только, по одной. И тыльной стороной ловить все кабылык. И хамыска, да? Хамыска. А как хамыска у нас? В чем суть игры заключается? Ну, игра есть судургу, обычная игра. Это как и русские игры бабки. Но есть игра у нас отличие, тонгсур, постукивание. Давай покажем. Первый, постукивая, должен брать по одному. Второе, по два. Третье, 3-1. Четвертое, поставить 4, потом поймать. Пятое, постукивая, взять все. И шестой, ловить тыльной, подбросить и поймать. А мы знаем, что хабылык и хамыска сейчас у вас как раз-таки идет здесь тренировка, то, что скоро у нас будут соревнования по национальным играм. Так ли это? Когда и где они будут? Да, управление города Якутска проводит 24 апреля первенство города Якутска по настольным играм хабылык и хамыска. Все школьники, кто желает, мы приглашаем на это соревнование. С 1 класса по 11 класс участвуют и девочки, и мальчики. Спасибо, Надежда Николаевна. Еще хотел у вас спросить о том, что мы видели, что у вас здесь находится специальный стол, на котором, скажем так, показана история становления национальных якутских игр. Вы можете, пожалуйста, рассказать нам о том? Вот видим кости, вот это, по-моему, позвоночник рыбы, да? Да, чтобы наши дети знали, что это древние игры, и чтобы наши предки как играли, дети тоже должны знать. Вот, использовали для игры надпяточную кость коров, лодыжки оленей, вот, и позвонки рыб. До этого еще играли речными камушками, вот. Потом вот перешли на деревянные вот кубики, да. Сейчас мы используем вот эти кубики. Вот. А хабылык тоже раньше играли вот большими, количество их было самые разные, 50, 60, и формы у них тоже разные были, и как играли, тоже дети должны знать. Вот. Мы хотел отметить одну такую игру, она может быть детская, но мне очень понравилась. Здесь у нас есть зайчики, как вы можете видеть, и вот олени. И нужно данного оленя или, скажем, зайца таким образом удочкой поймать и его закрепить. И, скажем, был кобах, стал барахсан, да? И мы его должны таким образом поймать себе и вот так вот. Это как охота на... Ну что ж, Сергей, на этом у меня все. Такие у нас интересные игры. Мы будем держать вас обязательно в курсе событий. Так что играйте с семьей, развивайтесь интеллектуально. Больше семейных игр. На этом у меня все. Спасибо, Сергей. Леш, спасибо. Это был Алексей Лукьяненко с информацией о настольных играх народов мира. Ну, особенно много рассказал о национальных играх в Якутии. Идем далее. В Иркутске День космонавтики отметили субботником в стиле «Звездных войн». Несколько энтузиастов оделись в костюмы героев фантастической саги и отправились убирать улицы. Свои усилия они посвятили 60-летию первого полета человека в космос. Как объяснили участники акции, сначала они хотели принять участие в общегородском субботнике, но он всегда выпадает на выходные дни, когда все они, ведущие, диджеи, фотографы, больше всего работают. Просто возникла идея нашими ребятами, работниками праздничной сферы, просто пройти и помочь убраться в нашем любимом городе. Вот. А сделать это в День космонавтики, это просто идея возникла потом, сделать это вот в этих костюмах, просто в стилистике. В мединституте СВФУ учится студент из Замбии по имени Чуши Матьюс. У него есть свой YouTube-канал, где он рассказывает о Якутии, о своей учебе и даже записывает интервью с преподавателями. В снятом на днях видео молодой человек из Африки говорит о том, что впервые ощущает сразу 2 сезона – весну и зиму, и искренне радуется снегу. I can't keep myself, I can't keep myself. Allow me to flex. This life I can't keep myself. I can't keep myself, I can't keep myself. Allow me to flex. I can't keep myself. I can't keep myself. I can't keep myself.
Allow me to flex. This life I can't keep myself. I can't Ну и продолжим тему. Коротко расскажем о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня переменная облачность, минус 5 градусов, вечером минус 13, а ночью минус 15. Слабый северный ветер до 4 метров в секунду. В Нерюнгри тоже переменная облачность, днем минус 6 градусов, северный ветер в порывах от 3 до 8 метров в секунду. Вечером немного похолодает до минус 13, а ночью минус 20. В Ленске пасмурно и при этом тепло, плюс 3 градуса днем. К вечеру ожидается снег, температура 0 градусов. Ночью немного холоднее, минус 2. Ветер южный с порывами до 8 метров в секунду. В алмазной столице сегодня тоже пасмурно, в Мирном плюс 2, ветер южный до 11 метров в секунду. Вечером похолодает, возможен снегопад до минус 1, а ночью столбики термометров опустятся до минус 5. И в столице республики переменная облачность. В Якутске, как и вчера, днем минус 4 градуса, однако ночью столбики термометра опустятся до минус 11. Слабый северный ветер до 3 метров в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 50%. На этом выпуск подошел к концу. Спасибо, что смотрели нас в течение этого часа. Помните о безопасности, не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.